Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел заседание Госсовета безопасности. Председателя Халк-Маслихаты Туркменистана пригласили с визитом в Азербайджан. Рота почетного караула Туркменистана примет участие в Параде Победы в Москве и другие новости. Президент Туркменистана, верховный главнокомандующий вооруженными силами, генерал армии Сердар Бердымухамедов провел заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за январь-апрель текущего года. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев направил письмо национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову с приглашением посетить Азербайджан с визитом. В Туркменистане состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. От имени президента Сердара Бердымухамедова ветеранам войны и супругам погибших солдат были вручены денежные и ценные подарки. Рота почетного караула вооруженных сил Туркменистана примет участие в параде на Красной площади в Москве 9 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Авиакомпания Туркменистана информирует о новых требованиях миграционной службы Республики Корея для туркменских граждан и всех пассажиров, въезжающих в страну. Согласно новым правилам, за 3 дня до въезда в Республику Корея пассажиры обязаны заполнить электронную карту прибытия на специальном портале. Как ранее сообщалось, авиакомпания «Туркменистан» с 14 июля открывает прямое авиасообщение между Ашхабадом и Сеулом. Бельгийские ученые из ряда ведущих научных центров страны провели исследование, которое показало, что нынешнее поколение детей на протяжении своей жизни испытывает в несколько раз больше климатических бедствий, чем их бабушки и дедушки. Исследователи призывают рассматривать полученные данные как красный код для всего человечества. По их прогнозам, планета преодолеет критическую отметку в плюс 1,5 градус Цельсия уже в начале 2030-х годов, если не будут приняты меры по сокращению выбросов на 45% к 2030 году. Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский Арсенал со счетом 2-1 в ответном матче полуфинала. Встреча прошла на стадионе Парк де Пренс в Париже. Соперником ПСЖ в финальном матче станет итальянский Интер, который по сумме 2 встреч одолел испанскую Барселону. Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене на стадионе Альянс-Арена. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.